Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о древних ингушских ремеслах, хранящих в себе вековые традиции и неповторимый художественный стиль. Речь пойдет о ковроделии и ковроткачестве. А подробнее разобраться в этой теме нам поможет наш сегодняшний гость, доктор исторических наук Зайнеп Царахова. Приветствую вас. Добрый вечер. Зайнеп Магомед-Тагировна, небезызвестным является факт, что ингуши в древности занимались ковроткачеством. Интересно узнать, какие виды ковров существовали на период конца 19-го, начала 20-х веков. Да, вы знаете, ковроделие, ковроткачество были очень широко распространены на юге России, да и не только на юге, и в Средней Азии, и вообще в целом. И в этом плане нужно отметить, что было развито ковроткачество, о котором мы сегодня очень мало говорим. Было развито войлочное ковроделие. И при этом нужно отметить, что и ковроткачество имело несколько направлений. То есть было и безворсовое, было и ворсовое. Ворсовое ковроделие, оно делилось на несколько видов тоже. Это с широким ворсом и с коротким. В первом случае называли дианкусуш, это вот когда широкий ворс. И машскусуш, это когда стриженный ворс. Были у нас ковры и петлевые, лолбякус, говорили так, лол это как бы петля. Были ковры и диацакусуш, это плетеные ковры. Были и циновки у нас, и аргаш. То есть у нас было очень много разновидностей ковровых изделий. Ну и, конечно, широко распространено было ковроделие, войлочное ковроделие. Оно было и без орнаментов, потом со временем оно стало и орнаментальным. И в плане того, чтобы изучить эти ремесла, мы начали работу еще лет 15-20 назад, я бы сказала, с привлечением и молодых аспирантов. Вот в то время уже были проведены определенные исследования известных нам ученых. Это и Марграфа, который описывает кустарные промыслы и технологии различные. Это и работа, которая тоже имеет очень богатый материал, ковровый промысел. Эта книга была издана в 1902 году. Затем очень нужная литература для нас сегодня имеется и в московских музеях, и в Музее антропологии и этнографии мы тоже обнаружили книги, которые также дают нам богатый материал. И «Богатство Горского края» – это книга, которая была издана в 1922 году во Владикавказе. То есть все эти материалы нам описывают состояние этого ремесла. Ковроткачество, я, поскольку начала говорить о нем в первую очередь. И во всех этих книгах и материалах мы имеем богатый материал из того, как исследовали в то время эти ремесла и на каком этапе было это развитие. Конечно, и Марграф, и другие исследователи говорят о том, вот, как широко все-таки развито было шерстяное производство, изделия из шерсти. Это уже давно известные фотографии, они имеются в архиве нашей республики, как работали с шерстью, как обрабатывали шерсть, как ее готовили, как для ковроткачества, то есть для ткацких станков, так и для валяния войлоков. Это мастерицы, которые еще до недавнего времени работали и работают на различных станках и скручивают нить. То есть были у нас способы подготовки шерсти, и все эти методы были знакомы. Шерсть готовили как для валяния войлока, так и для ткацких станков. Если в первом случае для валяния войлока нужно было ее подготовить хорошо, очистить тщательно, там, промыть, затем расчесать. Нужно было шерсть подбирать более тонкую и с удлиненными ворсинками, чтобы она быстрее как бы сцеплялась. И, конечно, это было очень широко развито, чуть ли не в каждом доме были мастерицы, которые умели валять войлок. То есть не уметь они просто не могли. Известно, что ковры имели традиционный для каждой местности орнамент. Вот как производился именно процесс изготовления этого орнамента? В чем была его особенность? Да, вы знаете, вопрос интересный, конечно. Помимо того, что нужно было знать хорошо технологию, у нас в основном
создавали войлочные ковры в резной технологии. Ну так, для себя дома что-то могли как-то вкатано делать, но такие представительные, красивые ковры делали по врезной технологии. Но прежде чем сделать по врезной технологии ковер, нужно было знать, что вы хотите передать, что вы хотите вложить в эту композицию. А вот, То есть она имела определенную смысловую нагрузку, конечно, да, конечно. В далекие времена это были не просто рисунки, это были образы, которые закладывались вот в эти композиции. И в эти образы вкраплялись вот как окружающая территория, там, пространство, так и народные знания. Здесь же вкраплениями мы видим и циклы календарные. Ну и, что интересно отметить, в разных населенных пунктах, вот той же Горной Ингушетии, мы видим различные сюжеты, которые также были связаны как с местностью, как с народными знаниями, так и с мастерством и художественно-эстетическим вкусом главной мастерицы. Ковры-то делать умели все, но вот некоторые отличались все-таки таким вот художественным, творческим отношением к создаваемому ковру. В чем было отличие наших ковровых изделий от ковровых изделий других народов Кавказа, если проводить какую-то такую некую параллель? Если так обратить внимание на орнаментальные композиции ингушских ковров, то в них, конечно, говорит глубокая древность. Это вот очень древние геометрические формы, зооморфные. Цветовая гамма, да? Да, и цветовая гамма, и идеи космоса, сотворения жизни и Земли. И вот мы, когда проводим параллели с мифологией, мы понимаем, что нет-нет, да, мифология тоже отразилась на этих коврах. И поскольку уж эти жесткие такие рогообразные сюжеты все-таки говорят о нашей самобытности, о нашей культуре, о нашем почерке и характере, я бы сказала, это, конечно, их отличает от ковров, допустим, ну, тех же и дагестанских, и азербайджанских, но и далее, где больше преобладают уже мотивы такие мягкие, больше растительности. Ну и в этом плане есть, конечно, особенность, которая просто вот, характерна и теми же строгими очертаниями, и теми же вот, угловыми формами, то есть характером конкретным, вот как у нас обычно, ну даже проводя параллели с нашим же языком. Как придавался цвет ковру, то есть окрашивалась сама шерсть? Потому что, насколько мне известно, баранья шерсть, она была белого, да, черного, серого и коричневого цветов, Да, да. А у нас из тинги Да, вы они знаете, были в природе существует до 5 естественных цветов шерсти, и если в первое время не придавалось значения цвета, а просто валяли войлоки, то потом постепенно для того, чтобы какой-то орнамент нанести, вот какие-то знаки, символы, стали использовать естественные различные цветовые варианты, то есть черный, белый, серый, бежевый, коричневый. Вот эти цвета, они имели место быть, но со временем пришли к тому, что хотелось бы именно вот, в цветном выражении иметь некоторые орнаментальные такие мотивы. И красили, используя и те же коренья, и те же растения, там крылья насекомых, и ореховую скорлупу, ягоду. То есть красителей было очень много. И в этом был такой вот глубокий эффект в том, что вот красили природными средствами, которые через годы и через столетия сохраняли свои цвета. Ну, не каждый мог, да? Нет, конечно, это были отдельные секреты, каждый там общими знаниями обладал. Ну, а так бывали такие вот известные как мастерицы-художницы по созданию ковровых композиций, так и известные красильщики, к которым ездили и красили свои войлоки, и потом уже начинали работать. Но мне хотелось бы сказать все-таки о том, что помимо вот того очень глубокого и известного уже альбома «Галгайгар», который создавался в 20-х годах в рамках археолого-этнографической экспедиции первым художником Хаджибекаром Ахриевым. Потом еще эта работа была продолжена и другими художниками, и все время делали зарисовки ковров. Но почему эта задача была поставлена? Ведь они не сами придумали для себя эту работу. И нужно отметить, опять же, работу комитета по кустарным промыслам, который провел в 1902 году в Тифлисе съезд, на котором ученые высказывали свое мнение о том, как сохранить ремесла, как сохранить орнаментальные композиции. И это
эту задачу они поставили в связи с тем, что уже видели, что начали производить ковры там более легким путем. Появились уже фабрики, вот, где изготавливали, а нужно было сохранить древность, которая сохранилась еще вот в этих коврах. И была поставлена задача находить все-таки мастеров, художников из народной среды, из народа, которые бы знали и язык, знали бы и особенности, и народные знания, и все. Вот таким образом в разных регионах на юге России, в Средней Азии эта работа проводилась. Но вот, а сегодня к нам вернулся альбом благодаря Ахильгову, который его обнаружил в Москве на рынке одном. Но сегодня к нам возвращаются многие орнаментальные мотивы и из центральных музеев. Так вот, например, в Российском этнографическом музее есть композиция ковра Лейми, которую мы сегодня воспроизвели по этому же рисунку. И ковер этот представили на ВДНХ, вот когда проходила там большая выставка. Да. Или вот ковры, которые сохраняются вот, у нас в музеях. Вот ковер, который мы видим с вами, ковер Ахриевых. Ковер этот был сдан Ахриевыми в музей в селении Фурток. И мне интересную историю рассказала Ахриева Хажар Батырбековна, что некогда этот ковер называли Кабиферт. Была такая известная мастерица Кабихан Ахриева. Она же была супругой генерала Мальсагова Сафарбека. Было у нее 2 детей. К сожалению, они в юности умерли. Но вот она жила в последние годы в селении Фурток, создавала ковры, была рукодельницей и по работе с кожей, и вышивала, и золотошвейкой была. Но вот эти вот уникальные 2 ковра она подарила отцу и дяде. И когда вернулись из депортации потомки, они отнесли ковер и сдали в Фуртокский музей. Так вот, она сегодня его узнала, когда мы его воспроизвели, и сегодня этот ковер имеется уже в нашем музее. То есть мы его воссоздали. Ну вот, ковры мы все-таки по фотографиям из музеев воссоздаем, и это, конечно, очень ценно для нас. И что интересно, то молодые ковровщицы, вот, с которыми мы работаем, стали собирать эти материалы, и ковры эти сегодня, ну, просто радуют глаз. Появляется целая коллекция, созданная по старинным фотографиям. А вот на этой фотографии мастерицы Баракиевы. Это были уникальные женщины, они умели как ковры ткать, так и делать орнаментальные войлочные ковры. Они вышивали, они работали и с дощечками, плели пояса. Они умели работать и с бердо, а вот эти станки я вам покажу, и тоже создавали пояса и разные полотна. То есть были уникальные мастерицы, о которых нам поведала Лейла Лиянова. Это женщина очень уважаемая, ее знают многие. А здесь на фотографии это маленький ребенок, ей всего 2 годика. Ну, такие интересные фотографии нам помогают все-таки возрождать, воссоздавать. Ну, и здесь можно было бы привести десятки вот этих фотографий, которые нам сегодня достались из различных музеев страны. Возвращаясь к теме ковроткачества, нужно отметить, что для ковроткачества нужны были как ткацкие станки, так и очень тонко скрученная нить, которая используется во время ткачества. Нужны были нити, которые натягивали на станки. Нужны были нити, которые использовали в качестве утка, то есть перекрестно они скрепляли эти узлы. Нужно было знать технологию и создавать ковры. И вот по исследованиям я отмечаю, что были станки, которые создавались очень просто. Вот из подручных материалов могли создать станок. Так вот, очень добрая бабушка одна, Хадзеева, вот когда я у нее спросила, а вот как делали эти станки? Вот, большие были ковры, там, то есть больших размеров или малых, и она так вот, улыбнувшись, сказала, ну вот что было под рукой, вот то и позволяло делать ковер, будь он маленький или большой, и даже вот историю маленькую рассказала. То есть ковры ткали. Ткацкие станки были чуть ли не в каждом доме. Ну, если не в каждом, то ну, хотя бы по несколько на небольшой участок территории. И вот когда я спросила, а вот сложно было ткать ковры, я обратила внимание на то, что ковры долгое время ткали без крючков, просто руками делали узлы. И это мне поведала как дочь мастерицы Аджаваровой Хадзеевой,
Тамара, так и Хадзиева, которая была племянницей для Ильджаркиевой Куси, ну и других мастериц. И вот эти вот узлы, которые делались руками, как раз-таки нами сегодня изучены, и вот уже в художественной школе, в Доме народного творчества мы уже учим наших девушек и девочек ткать ковры ворсовые именно по старинной технологии, без крючков. Сколько уходит на это времени? Вы знаете, на создание ковра, вот как войлочного, уходит время, ну, не меньше месяца, 2 месяцев. Это в зависимости, да, наверное, от я уже размера, не говорю от сложности рисунка. Да, я уже не говорю о валянии войлока, потому как войлок валяли в определенное время года, вот когда позволяли погодные условия и возможности. Конечно, зависело это и от размеров, и от сложности орнамента. Но ведь здесь как, в прошлые времена надо было и тесемку плести, ну и очень много сложностей было. Но вот если говорить о ткацких коврах, то здесь, конечно, времени уходит даже больше. Это вот каждый узелок, который нужно делать с точностью. И эти узелки должны уплотняться уточной нитью. И возвращаясь к станкам, на станках все-таки работа должна идти очень четко, чтобы это никак не повлияло на качество ковра. Но вот откуда мы брали вот все-таки знания по этим ткацким станкам? Вот обратите внимание, это рисунки, которые делал в детских книжках Гази Магомед Даурбеков. Так вот, по этим детским рисункам, вот мы, например, возродили станки, и именно по ним стали делать станки и для детей, и для взрослых. Так мы видим станки, которые в газете «Сердало» нам также показывают наши художники. И Гази Магомед Даурбеков, и Хаджибека Рахриев, которые работали вместе в «Сердало», и они очень так вот подробно, чутко относились к тому, чтобы передавать вот эти ремесла, и чтобы мы знали, что они у нас были. Обратите внимание и на орнаменты, которые были на ткацких станках. Здесь больше имеет место быть геометрические формы. Вот видите, это рисунки, сделанные в разных населенных пунктах. На съезде кустарников в 1902 году был поставлен вопрос о том, что нужно больше обучать сегодня подрастающее поколение, обучать девочек, девушек, потому как уже было замечено, что нет-нет, оно начинает отходить на второй план. И начали открываться школы. И в Ингушетии эта работа шла, и, я бы сказала, с созданием Ингушской автономной области мы видим, что внимание к ремеслам, оно росло. И в селах Гадабошево, Мочхиюрт, в Назране, ну, вот во всех селах открываются школы. Как они работают, как мастерицы учат своих девочек, описывается в газетах, и архивы наших газет нам дают эти материалы. Вот посмотрите, 2-3 станка, сидят девочки, учатся, рядом мастерица, которая их обучает. И, конечно, эти материалы нас тоже настраивают на рабочий лад, и тоже присматриваясь к этим станкам, ну, просто мы воссоздали их, и сегодня просто с удовольствием учатся работать за этими станками. Эти фотографии нам давно известны с вами. Их некогда привозил наш Газика Бешнак из разных архивов. Сегодня они имеются в наших архивах уже. Вот тоже и селение Гвилетти, ковровщица за ткацким станком. Ну и, конечно, хочется отметить, что у нас были как ворсовые ковры, как я уже сказала, с широким ворсом, так и с коротким, но были и петлевые. Это ковры, которые делали петлями. Петлевые ковры у нас не так часто встречались, но они имеют свое название. Вот еще и сегодня Имагожев Хожа Ахмад помнит, как мама, но буквально называла эти ковры лолбякус, то есть петлевые ковры, которые вот идут по контуру рисунка. И приятно отметить, что сегодня у нас есть известная мастерица, это и Мадина Мартазанова, которая уже представляла на выставке эти ковры. И они, конечно, очень интересны сегодня. Нужно сказать, что вообще в древности первыми станками были станки для плетеных ковров. Это была вот обычная рама. Рама, на которой натягивали нити различной толщины и начинали плести. И от того, что это просто было плетение, вот у нас они так и назывались дяцакусыш.
Но вот, однако нам сегодня информаторы говорят и о том, что вот были вот просто вот доски, вот дяцакус шади, то есть чтобы делать плетеные ковры. И здесь же нужно отметить, что вот станки эти, они были похожи на станки, на которых все-таки плели циновки. Есть, конечно, в плетении циновок своя особенность. Использовали как камыш, так и рогоз. И когда бывало очень много людей, бывало так, что вот просто могли циновки вот разложить, потом вот покрыть их войлоками, и очень дружно проводили время, и это было нормально для молодежи, для всех. Как вы считаете, что на сегодняшний день необходимо для сохранения вот этих древних ремесел наших, ковроткачества, ковроделия? Но вот сегодня для сохранения наших ремесел нужно просто не так вот поверхностно вот что-то пытаться делать, а изучать материалы, архивные материалы. В архивах имеется сегодня очень много неисследованного, неизученного нами. И изучая технологии создания как ковровых изделий, так и изделий рукоделия, там, и тех же изделий по золотому шитью, нужно сначала изучить то, что имеется у нас. Нашей молодежи и начинающим исследователям нужно глубже и больше работать с архивными материалами. Ведь исследователи на юге России все это записывали, фиксировали, фотографировали, делали графические зарисовки не случайно. Все это и есть направлено вот на будущее, буквально и к нашему времени относится, и к нам, и к последующим поколениям. И сегодня, изучая эти материалы, нам нужно в возрождении этих ремесел сохранять тот стержень, ту национальную специфику, которая была у наших мастериц. И все на поверхности, нужно только поработать серьезнее с архивными материалами. Да, приложить немного усилий, да, чтобы все было максимально достоверно и так, как было у наших бабушек, прабабушек. Вообще в рамках развития ковроткачества и ковроделия все 5-6 направлений мы сегодня развиваем. Мы обучаем ворсовому ковроделию, петлевому, плетению и учим детей плести циновки. И они с удовольствием просто работают в этом направлении. Зайнеп Магомедтагировна, благодарим вас, что пришли и подробно рассказали о наших ремеслах. Искусством войлочного ковроделия сегодня увлекается все большее число людей, и это не может не радовать, ведь через возрождение народных промыслов идет и возрождение традиций и культуры. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа.